Доброе утро, уважаемые телезрители. После длительных выходных вновь мы с вами встречаем наступившую рабочую неделю. 13 июня на календаре, день недели вторник. Может показаться, что понедельник, но не обманывайте себя. Это «Утро Якутии». Вместе с вами просыпаемся. И с самого начала, конечно, хочу представить вам мою новую коллегу Ксения Еремеева. Ксюш, очень приятно, что ты с нами в это утро. Да, доброе утро, Республика. Рада нашему утреннему знакомству. Предстоящие дни мы будем начинать очень бодро вместе здесь, в прямом эфире телеканала «Якутия-24». Да, но это мы за всю неделю. А о чем конкретно будем говорить сегодня в течение, собственно, наступившего часа? Ну, конечно же, лето — это всегда такое прекрасное время года, но сопровождается часто оно разными такими неприятными событиями, в том числе аллергией. Вот скоро в нашей студии ожидаем главного внештатного аллерголога-иммунолога Ольгу Иванову, которая расскажет о том, что делать в сезоны цветения различных растений. Также научимся правильно выходить на летние прогулки, посадим суккуленты, подберем книжку на лето, узнаем и разберем слово «байтить». А также поговорим о школе молодого поисковика, которая в эти дни проходит в Чурапчинском районе. Ну и, конечно, вас ждет астрологический прогноз на предстоящую неделю. А что сегодня взять, выходя из дома, зонт или солнцезащитные очки, расскажут синоптики. Давайте знакомиться с погодой за окном. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах республики температура воздуха 5-6 градусов тепла, в заречной группе плюс 6, плюс 10, в южных 2-3 со знаком плюс. В Вилюйской группе 2-7 градусов, в Нижнеленских от 6 до 8, в западных от 1 до 7, в Колымо-Индигирской группе улусов от минус 1 до плюс 13, в Янских 1-3, на северо-западе 5-10 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 6 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем ожидается дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов. Ксюша, вот вопрос такой немаловажный для многих, да, вот как ты добираешься на работу? Паш, ну поскольку сегодня мой первый рабочий день, я это сделала особенно счастливо. Соответственно, по воздуху, знаете ли, вот вышла из дома, вдохнула глоток свежего воздуха, расправила крылышки счастья, и вот я теперь здесь с вами. Хорошо, что уточнила, потому что по воздуху, я думал, вылетела летящей походкой. Вот, да, прогулки пешком — это вообще очень полезное занятие. И вообще есть норма там 10 тысяч шагов, позволяющая в тонусе поддерживать организм. Местами может заменить и, в принципе, тренировку какую-то ежедневную. То есть обычная прогулка, но достаточно длительная, или там много длительных прогулок, разбитые в течение дня. Но все-таки интересно, что же полезнее: интенсивное движение или такая легкая, неспешная в свое удовольствие прогулка? Вот давайте как раз и узнаем, что же из этих двух вариантов предпочтительнее выбирать. Обычно, выходя из дома, чтобы пройтись пешком, мы не задумываемся, как именно это будет происходить. И действительно, вне зависимости от того, планируется просто обойти вокруг квартала или дойти до какой-то определенной цели, сам процесс переставления ног не требует особого напряжения мысли. Но если вы хотите получить от прогулки максимальную пользу, стоит обратить больше внимания и на расстояние, которое вы хотите преодолеть, и на скорость ходьбы. В чем преимущество короткой, но энергичной прогулки? Прежде всего, быстрая ходьба очень полезна для сердца и сосудов. Фактически, это кардиотренировка, которая заставляет сердце биться чаще, укрепляет сердечно-сосудистую систему и повышает аэробную выносливость, то есть эффективность распределения кислорода по организму при физических нагрузках. Кроме того, энергичная ходьба — отличный способ укрепления мышц ног. В чем преимущество долгой, медленной ходьбы? Когда вы идете не спеша, ваш пульс не учащается, но это не значит, что такая ходьба не полезна для сердечно-сосудистой системы. Она также способствует укреплению сердца и системы кровообращения и за счет этого повышает общую выносливость. Кроме того, медленная ходьба не нагружает так сильно суставы, как быстрая, поэтому такой вид физической нагрузки подойдет для тех, у кого есть проблемы в этой области. Долгие, но не слишком неспешные пешие прогулки также хороши в период выздоровления после болезни. Такие низкоинтенсивные физические нагрузки отлично помогают восстанавливать кровообращение и силу мышц. Не стоит также забывать о том, что такой тип прогулок полезен не только для физического, но и для психологического здоровья.
Отправляйтесь гулять с другом, с подругой или в одиночку, включив в телефоне любимую музыку, и вам непременно станет легче. Так что же выбрать и как правильно гулять? И у короткой, быстрой, энергичной ходьбы, и у длинной, медленной медитативной прогулки есть свои преимущества. Что вы предпочтете в данный конкретный момент, зависит от обстоятельств. Количество свободного времени, состояние здоровья, самочувствия, погоды, настроения и так далее. В любом случае, что бы вы ни предпочли, движение принесет вам много пользы. Все мы после долгой зимы очень сильно ждали лета. Только вот для многих людей сезон цветения – это неблагоприятный период. По статистике, каждый второй страдает от аллергии. Не только в Якутии, но и в мире. Как справиться с этой проблемой, минимизировать последствия и можно ли заниматься профилактикой, нам расскажет главный внештатный специалист, аллерголог, иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Ольга Николаевна Иванова. Ольга Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, наверное, главный вопрос, потому что задам его, да, можно ли как-то самостоятельно определить, на что у человека может быть аллергия, кроме метода тыка, естественно? Вы знаете, если тщательно, конечно, проанализировать свой анамнез, на что и когда, после чего, после употребления каких продуктов, после прогулок или после чего-то начала аллергия, то сам пациент может приблизительно определить сенсибилизирующий агент, но я все-таки рекомендую обратиться к специалисту, поскольку наиболее точную диагностику проведет именно аллерголог. А вы можете вот какие-то наиболее распространенные аллергены нам, вот, так скажем, объявить? Вот какие симптомы сопровождают? Существует большое количество аллергенов, они условно определены в несколько групп. Это бытовые аллергены, пыльцевые аллергены, они сейчас очень актуальны. У нас цветет береза, и вы видите, что у нее такие красивые листочки, и открываются ее сережки. Следующая группа – это пищевые аллергены, эпидермальные аллергены животных и другие всевозможные аллергены. Вот их перечислять очень долго. Ну а какие самые распространенные, то есть чаще всего, наверное, встречаются, и какая у них, ну, может быть, и тем более летом, может быть, чаще всего встречаются? Летом, вот сейчас вернусь уже к вышесказанному, именно аллергия на пыльцу березы. В сухую ветреную погоду пыльца разносится на многие километры, и хотя наши пациенты говорят, я живу в той местности, где нет берез, это заблуждение, поскольку она переносится на 10, 20, 30 километров, но все-таки мы не рекомендуем нашим пациентам в период поллинации березы посещать места скопления этого растения, и рекомендуем одевать головной убор, очки, менять одежду при входе домой и мыть руки и лицо, поскольку пыльца березы оседает и на волосах, и на одежде, и потом больной преподнося свои руки к дыхательным путям, глазам, вызывает дополнительное воспаление этих слизистых вот этих органов. А как можно минимизировать эти симптомы? Ну, во-первых, реже гулять, не открывать форточку, или если мы выходим, то вот эти средства самоспасения, это головной убор, очки, сразу же принимать душ после прихода с улицы, не употреблять перекрестные продукты, это яблоки, груши, персики, сливы, черешню, вишню, абрикосы, нектарины, мед и орехи, то есть все, что произрастает на дереве. А вот в летнее время от температурного режима как-то зависит вот активность, может быть, аллергических реакций? Конечно. То есть, чем жарче, там, тем чаще или наоборот? Конечно. Вот сегодня и вчера у нас влажная погода. В это время пыльца становится более тяжелой, она оседает, и пациентам становится легче дышать, и у них не так идет зуд глаз и заложенность носа. Поэтому мы рекомендуем гулять именно в такую погоду, в сухую ветреную погоду все симптомы обостряются. Да, вот подскажите, пожалуйста, при каких симптомах уже человеку нужно прям вот так вот встревожиться и пойти, чтобы обратиться к специалисту? Симптомы очень мучительные. Это мучительный зуд
глаз, отек глаз, вот вплоть до того, что меняется лицо даже, да, заложенность носа, нарушение сна, нарушение аппетита. Конечно же, такой пациент с такими страдающими симптомами, он вынужден будет обратиться к специалисту. А какие методы лечения? Ну, вообще, можно ли аллергию как-то полностью вылечить? Или это все-таки уже хроническое заболевание, которое можно как-то контролировать? Если да, то самый эффективный способ? Вот что касается полинозов, ее можно регулировать и контролировать. В период вот полинации мы назначаем симптоматическое лечение, а само этиотропное лечение начинается зимой, когда все растения у нас значит, уже падают в сон, да, опадает листва, падает снег. В этот момент мы начинаем этиотропную терапию, она называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Сейчас существует множество препаратов, которые позволяют лечить пациентов до 95% эффективности. Да? Этот метод лечения напоминает как бы прививку, да, которая формирует иммунитет больного к нормальному восприятию вот такого фактора, как полинация. Ольга Николаевна, вот вы сказали о том, чтобы как бы уберечь себя от аллергии, нужно реже гулять. Ну вот, допустим, человек остался дома, но ведь существует еще клещ от пыли. И вот как часто человеку нужно, находясь дома, делать уборку? Вы знаете, клещ домашней пыли проживает в тех местах, где у нас есть естественные наполнители мягкого инвентаря. Допустим, это перовые подушки, мягкие игрушки, ватные одеяла. Мы рекомендуем нашим пациентам с аллергией на клещи избавиться прежде всего от таких натуральных наполнителей. Кроме того, вот согласно научным данным, на 1 квадратном метре проживает 2 миллиона клещей. И аллергенные не сколько сами клещи, а их экскременты, которые мы вдыхаем во время сна. И поэтому надо минимизировать мягкие игрушки, ни в коем случае не подкладывать их детям во время сна, как вот делают некоторые родители. Ну и завершая нашу беседу, сейчас все-таки лето, это в том числе и дачный сезон такой. А стоит ли людям, ну, у которых аллергия, как-то отложить, может быть, свой дачный сезон, пока вот идет период цветения, или как-то можно с этим уживаться? Ну, прежде всего нужно обратиться к специалисту, который определит причинно-значимый фактор, назначит симптоматическую терапию, и при ряде вот, сопутствующей терапии можно в какой-то мере заняться огородными работами, поскольку, может, это приносит человеку радость, и в этом есть какие-то экономические плюсы, да, для этой семьи. Поэтому я рекомендую все-таки обратиться именно к специалистам в этот тяжелый период полинации растений. Ольга Николаевна, спасибо большое за беседу, очень информативную. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Систему электронных виз для въезда в Россию планируют запустить до 15 июля, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Единая электронная виза предназначена для однократного въезда в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста на срок до 16 суток. Иностранному гражданину не придется предъявлять какие-либо документы, подтверждающие цель поездки. Виза будет оформляться за 4 дня, ее стоимость составит $40 США. Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств. Пенсии точно будут индексироваться 1 февраля, если позволит профицит бюджета соцфонда. 1 апреля с 2025 года. Об этом сообщил в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Он пояснил, что после повышения пенсионного возраста в 2018 году был определен переходный период до 2025 года. Ежегодная индексация происходила 1 января и повышала размер пенсии на 1000 рублей в год. Однако в прошлом году решением правительства пенсии индексировались дважды из-за инфляции. Более 13,5 тысяч человек приняты в июне на военную службу по контракту. Это в 3 раза превышает показатель апреля. Об этом заявил замминистра обороны Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования вооруженных сил.
За 10 дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тысяч человек. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3 раза превышает показатель апреля, сказал он. В День России в Доме правительства чествовали героя страны, участника специальной военной операции, командира добровольческого отряда «Ботур-1» Александра Колесова. Его поздравили глава Якутии Сан Николаев и боевые товарищи. Александр Колесов – первый якутянин, участник спецоперации, получивший высшую награду «Герой России». Его отряд в сентябре прошлого года попал под интенсивный минометный обстрел в Харьковской области. В тот день командир принял неравный бой в сложнейших условиях отступления, организовал эффективную противотанковую оборону. Герою удалось спасти жизни порядка 50 человек и уничтожить несколько боевых машин врага. Считаю, что высшая награда нашего государства Александру дана не просто так, как он сам говорит. Это награда для всех бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Считаю, что патриотизм в нашей стране именно делается такими людьми, которые своим мужеством, своей отвагой защищают нашу Родину. Также День России в Якутске отметили автопробегом. Акцию инициировала партия «Единая Россия». Участники стартовали с площади Победы, проехали по улицам столицы и финишировали в парке Победы. Приняли участие клуб автолюбителей и молодогвардейцы. Такой акцией они призвали сплотиться для развития республики и страны в целом. Всех поздравляем мы с праздником, великим праздником нашей страны, Днем России. И в ознаменовании этого праздника мы сегодня, партия «Единая Россия», провели автопробег. Массовый, с участием нескольких десятков машин. Эти проекты будут продолжаться, они укрепляют дух, единение. И мы показываем нашим гражданам, людям, что у нас единая судьба, единая страна. Ну и продолжим мысль праздника вчерашнего. Вся страна отмечала День государственной независимости. И вот с праздничного концерта, о праздничном концерте рассказывают наши томодские коллеги. Гордая, свободная Россия, ситцевый березовый мой край, вольно ты раскинулась под небом синим. С радостью живи и процветай. С Днем России! В каждом населенном пункте этот праздник имеет особое значение, и поэтому у всех улыбки, хорошее настроение и всюду звучит музыка. В Томоте проживают более 20 национальностей, 5 из которых коренные народы Севера. Поэтому традиционно представлены танцы и песни разных народов на сцене Дома народного творчества. Не перестает радовать зрителей и развиваться коллектив Томодского народного хора русской песни «Томодские узоры», которому в этом году исполняется 40 лет. Как педагог, как нельзя лучше знаю то, что когда мы учим детей, мы обязательно прививаем им любовь к родине, передаем различные традиции своего народа. Забывать их, конечно же, нельзя. Школьники сдали экзамены и с особым летним настроением порадовали своими талантами и особенно исконно русским фольклором. В это столь напряженное время для страны этот праздник, День России, очень дорог для каждого из нас. Я, как доктор, как гражданин страны, как гражданин города Томод, желаю всем крепкого здоровья, быть сплоченными и ответственными. С праздником, республика! С праздником, страна! Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахиев, Томод. Доброе утро всем, кто присоединился к нам сегодня, 13 июня, начало недели. И как прекрасно, что неделя начинается со вторника. Не с понедельника. Ну и, как правило, всегда есть множество событий в тот или иной день, которые можно отметить у себя в календаре или просто отпраздновать. Я вот тоже, пользуясь случаем, хочу этот день немного ознаменовать. 13 июня, сегодня день рождения у моей мамы, поэтому, мама, поздравляю тебя.
пусть день, во-первых, хорошо пройдет, но вообще ты молодец, и спасибо тебе за то, что ты есть. И, наверное, все, скажут спасибо, что есть еще и я теперь. Ну, не теперь, а уже очень много лет. Вот. Ну, а помимо сегодняшней знаменательной для меня даты, то, конечно же, нужно рассказать вообще о датах, которые сегодня можно отметить. На календаре 13 июня. Сегодня отмечают День швейной машинки, Международный день распространения информации об альбинизме, День божьих коровок. В народном календаре Иеремей распрягальник. В этот день принято было слушать кукушку. Если она часто и громко кукует, погода будет хорошей. Обращали внимание и на погоду. Дождь в этот день предвещал бедный урожай. Этот день в истории. 13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. В 1895 году в этот день во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. В 1912 году в Москве открыт Музей изящных искусств, сегодня Пушкинский музей. В этот день в 1944 году состоялось первое боевое применение немецких самолетов, снарядов, крылатых ракет. 13 июня 1955 года поисковым отрядом Хабардина было открыто месторождение алмазов в Якутии – кимберлитовая трубка «Мир». В этот день родились Гней Юлий Агрикола, римский полководец; Томас Юнг, английский ученый, физик, астроном, востоковед; Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики; Лев Лопатин, русский философ-психолог. В этот день также родилась Валерия Барсова, советская оперная певица, педагог, народная артистка Советского Союза; Гойко Мичич, югославский германский актер, режиссер и каскадер; Сергей Маковецкий, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня у Кристины, Романа, Бориса, Николая и Филиппа. По народным приметам, сегодняшний день идеально подходит для любых манипуляций с цветами. Можно смело сеять, сажать и прививать цветы и декоративные растения, что мы и намерены сделать совместно с нашей рубрикой. Доброе утро, меня зовут Татьяна, и сегодня мы с вами разберем, как пересаживать растения суккуленты и что они вообще из себя представляют. Сегодня мы будем пересаживать вот этот прекрасный суккулент в кашпо человечка, которая в дальнейшем может сидеть у вас вот так красиво на полке. Суккуленты достаточно популярны сейчас в наше время, они удобны, их не очень сложно пересаживать и достаточно компактны. В свою очередь суккулент очень медленно растет и подойдет даже ребенку. В уходе он достаточно прост. Поливать его нужно крайне редко. И, как и все растения, мы рекомендуем поливать по мере подсыхания грунта. Поэтому с ним справится даже самый начинающий цветовод. Мы аккуратно с вами освобождаем корешки. Убрать весь старый грунт не получится, потому что у суккулентов очень маленькие корни, и они очень плотно переплетаются. Вот можете посмотреть и увидеть это. Наверное, вы сталкивались уже с такими растениями в каких-то ресторанах или заведениях, потому что они популярны и как раз-таки неприхотливы. В уходе суккулент не требует больших усилий. Поливается он крайне редко, так как суккуленты и кактусы имеют накопительный эффект. Корни их, как хомячки, накапливают влагу и потом постепенно ею делятся со всеми своими корнями, со всем растением. Для пересадки очень удобно использовать вот такой набор. Пересаживаем. Грунт для суккулентов тоже идет особенный, потому что это достаточно, вот как раз таки из-за его функции накопления влаги, грунт должен быть очень рыхлым, пористым, должен быть не влагонакапливающим, так скажем, не должен трамбоваться, и поэтому чем рыхлее почва для суккулентов, тем лучше.
Но в магазинах сейчас достаточно большое количество разных видов, разных производителей, именно грунтов для кактусов, для суккулентов, которые подходят для вот этих вот прекрасных малышей. Мы сейчас его с вами с помощью вот этой вилки немножечко утрамбуем, чтобы он сидел у нас ровно. Угу, готово. По необходимости можно добавить камушки, которые будут красиво смотреться и не будут выделять темную почву. К примеру, вот так. Вот так выглядит наш суккулент. Поливать первый его полив должен быть после пересадки не более чем через 3-5 дней, потому что суккулент – это хомячок. И вот так вот выглядит наш пересаженный суккулент. Этот малыш будет прекрасно вас радовать. Вот так он будет сидеть на полочке. Суккуленты, они вообще бывают разные. Суккулент – это как обобщенное название, так скажем, а разных видов их большое количество, поэтому вы точно сможете найти на свой вкус что-то, что будет вас радовать. Также из суккулентов можно сделать композицию, если их вот так вот красиво в большие или средние флорариумы составлять. Вот, если так поставить, это получится красивая композиция, в красивом неглубоком кашпо, самое важное. Также можно добавлять прекрасные сансевьерии, папоротники, аспарагусы. Они замечательно будут украшать эту композицию, разбавлять ее своими яркими цветами. Либо же вы можете просто их посадить все вместе, и у вас будет суккулентная семья, так скажем. Такие композиции можно украшать камнями, корой, можно их высаживать именно в каких-то бревнышках. Это тоже сейчас достаточно популярно. Все люди стремятся к природе, к миру и добру. Оставайтесь с нами. Всего хорошего, хорошего дня и продуктивного настроения. Всего доброго. Ну а нумерологи обещают день откровений. Пришло время сказать правду, признаться в ошибках, наладить накалившиеся отношения. Проявите сегодня заботу о тех, кто вам дорог. Устройте теплый семейный ужин или соберите друзей на квест или организуйте с коллегами корпоратив. Главное, не оставайтесь одни, укрепляйте связи и гармонизируйте общение с окружающими. А что же скажут звезды? Настраиваемся на предстоящую неделю вместе с астрологическим прогнозом. Овны. Эта неделя не лучшее время для овнов. Их могут преследовать неудачи, критика со стороны коллег, руководства. И даже отпуск и путешествия вряд ли избавят от неожиданных проблем. Зная это, следует максимально остерегаться попадать в двусмысленные ситуации и бережнее относиться к своим партнерам. Тельцы. Тельцам эта неделя может подарить крупные победы. Кто-то достигнет небывалых успехов в любви, кто-то существенно продвинется в карьере или в бизнесе. Достигнув конкретной цели, позвольте себе немного расслабиться. Близнецы. У близнецов на этой неделе не предвидится ни крупных проблем, ни поводов для восторга. Жизнь будет идти неспешно, своим чередом, и вам не следует умышленно менять заданный темп происходящих событий. Ведь любые инициированные вами перемены сейчас, скорее всего, не принесут позитивного результата. Раки. Звезды советуют ракам на этой неделе бросить силы на достижение карьерного роста. Старательно работайте и не пренебрегайте никакими поручениями. Многим представителям знака такой подход к делу поможет получить повышение в должности. Львы. Львам на этой неделе нельзя действовать на грани фола. Даже если некая авантюра сулит решение сразу нескольких задач, не стоит ее начинать. И самый тщательный просчет всех рисков вам сейчас вряд ли поможет, потому что буквально в последний момент появятся обстоятельства, которые все изменят и не в вашу пользу. Девы. Девам на этой неделе не стоит давать деньги в долг даже самым близким. Есть риск, что именно этой суммы вам не хватит для воплощения заветной мечты, связанной с какой-то покупкой. Весы. Весы на этой неделе будут испытывать напряжение в отношениях с людьми и не по своей вине. Многие захотят встать у вас на пути, противодействовать вашим планам. Единственный способ избежать этого – ни с кем этими планами не делиться.
Скорпионы. Скорпионы на этой неделе могут смело рассчитывать на помощь окружающих. Она будет приходить к вам и от старых друзей, и от верных коллег и партнеров, и даже от недавних знакомых. Не пренебрегайте этим, иначе вам будет трудно справиться с множеством проблем, которые грозят на вас свалиться. Стрельцы. Многие стрельцы на этой неделе увидят перед собой новую цель, ради которой даже решат отказаться от прежних планов и амбиций. Но прежде внимательно присмотритесь к своему окружению. В нем есть люди, с которыми следует вести себя осторожнее, а то и вовсе прекратить с ними общение. Козероги. У козерогов на этой неделе повысится энергетический потенциал и прибавится уверенности в себе. Однако в делах будет много неразберихи, из-за чего стабильности ждать пока не приходится. Ко всему, те, у кого есть трения в личной жизни, могут вновь вступить на тропу войны со своей половинкой. Водолеи. Водолеям на этой неделе можно позволить себе немного расслабиться на работе. Начальство будет не до вас, и строгого контроля не предвидится. Воспользуйтесь этим и займитесь личными делами. Рыбы. На работе рыбы на этой неделе не встретят практически никаких препятствий, однако успех будет приходить к ним постепенно, поэтому поразить окружающих выдающимися достижениями не удастся. Гораздо важнее сейчас сохранить свои позиции и влияние в коллективе. В личных делах вероятны ссоры, обиды, претензии. Лето – это пора легких платьев, шорт и юбок. Каждая девушка и женщина знает, что к летнему гардеробу необходимо подобрать красивые модные туфли. Наши полезные советы помогут вам встретить это лето на высоте. Каждая женщина может позволить себе высокие каблуки без вреда для здоровья. Прежде чем начнете готовиться к ходьбе в туфлях на шпильке, найдите время, чтобы выбрать правильную обувь. Хорошо подобранная модель является гарантией удобства. Правильно будет выбрать кожаную обувь, которая имеет наилучшие характеристики. Кожа является мягким и приятным на ощупь материалом, который легко приспосабливается к форме ноги. Кроме того, если вы не часто ходите в туфлях на шпильке, не покупайте сразу 12-сантиметровые каблуки. Существует несколько способов, чтобы ходьба на каблуках стала приятнее, но сначала необходимо убедиться в том, что туфли вам подходят. Кроме материала, важно обратить внимание также на размер. Есть несколько способов, как быстро разносить туфли. Популярным методом является разнашивание туфель на шпильке в грубых носках. Наденьте обувь на шерстяной носок и походите в них по дому 10-15 минут. Также можно прогреть их феном для лучшего эффекта. Одна из величайших ошибок женщин – купить туфли неверного размера. Ни в коем случае не втискивайтесь в тесную обувь, иначе сотрете ноги и сможете ходить только в тапочках. Точно так же работает, если обувь будет велика. Она станет соскальзывать, и вы запросто получите мозоли из-за трения. Купите одну или две пары, но качественной обуви. Сделайте ставку на качество, а не на количество каблуков в вашей гардеробной. Ваши ноги скажут вам спасибо за удобную колодку, мягкую кожу, экологичные и дышащие материалы. Лучше ходить в универсальной паре туфель, подходящей к разным образом, но комфортной, чем менять лодочки, но чувствовать себя в них, как в колодках. А ведь порой туфли как раз-таки летом хочется сбросить. Так же, как и разгрузиться от лишних мыслей о работе, например. Да, и вообще просто провести время на свежем воздухе, потому что все мы знаем эту картину, когда ты сидишь, допустим, в офисе, видишь в окошке вот эту прекрасную зелень, солнышко светит, а ты, одно только радует, что кондиционер есть. Вот, больше, наверное, радости в этот момент не испытываешь, хотя, кто знает. Тем не менее, летом очень легко вот как раз-таки сменить обстановку, то есть пойти в скверик, на лавочку сесть, те же самые туфли сбросить, на дачу выехать, куда-то на природу, что-то, и, в принципе, можно погрузить себя в совершенно новый, другой мир, взяв в руки что? Правильно, все угадали уже, наверное, это... Вдохновляющую, легкую книжку. Правильно, да. И вот как раз-таки, если вы вот этот сценарий хотите реализовать, почитать книжку вот на этой неделе, в этом месяце, сегодня ее осилить, неважно, но не знаете, с чего начать, на помощь придут наши друзья из Национальной библиотеки города Якутска. Они расскажут вот в своей рубрике «Книжная полка» о какой-то новой книжке хорошей, которую можно почитать.
Доброе утро! И сегодня очередная порция рекомендаций для рубрики «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». Сегодня мы поговорим о легком любовном романе «Мечта для нас», которую написала Тилли Коул. Почему именно на эту книгу пал мой выбор, это объясняется достаточно легко и просто. В преддверии праздника Дня всех влюбленных мне захотелось один из своих уютных вечеров за чашечкой чая заполнить именно чем-то подобным. Если и у вас имеется такое же желание, то вперед. И если у вас еще имеется желание погрузиться в книгу, в которой царит настоящая атмосфера классической электронной музыки, то эта книга точно для вас. Здесь почти каждая страница наполнена какой-либо мелодией, греющей душу. Возможно, с первых страниц эта история покажется вам банальной, но это будет определенно таким поверхностным суждением. Две родственные души находят в себе силы идти навстречу друг другу, несмотря ни на что, ведь на протяжении всей истории главные герои часто спотыкаются, падают, но вновь и вновь поднимаются и притягиваются друг к другу. Это два человека, связанные музыкой, которые являются смыслом их жизни. Это две личности, которые на глазах читателей с каждым днем становятся все опытнее и старше. Помимо любовной линии, в этой книге поднята тема синестезии, что очень интересно и воодушевляет то, что в этом мире есть такие люди, которые с помощью простых звуков и мелодий очень хорошо понимают этот окружающий мир. С помощью различных цветов такие люди делают свою историю и жизнь своих близких намного ярче и насыщеннее. Я, безусловно, рекомендую эту книгу вашему вниманию и, разумеется, к прочтению, и вы во всем этом убедитесь сами. Приятного чтения и до новых встреч! Как известно, чтение обогащает наш словарный запас и вообще способствует развитию, да, красивой и грамотной речи. Да. Но вот, Паш, я думаю, что жаргон подростков вряд ли можно почерпнуть из книг. Ну, вообще жаргонные слова, как правило, они рождаются где-то там, ну, в не обществе, в библиотеке. Не в библиотеке, а хотя, может быть, и в библиотеке. Я более чем уверен, что у библиотекаря есть свои жаргонные словечки, которые не всем понятны. Но есть еще и такое понятие, как молодежный жаргон, то есть молодежь тоже какие-то слова придумывает. Сейчас, мне кажется, с этим проще в эпоху вот интернета, доступности информации и всемирной вот этой связи. Нет такого расслоения, как, допустим, лет 20 назад, когда вот у молодежи есть какие-то слова, взрослые их не понимают. Сейчас нет, уже все примерно... да. То есть в диапазоне 30 лет там понятно, но вот в эпоху там в 10 лет слова примерно понимаются. Ну вот, например... Ну вот жаргон подростков, ведь это же темный лес для родителей. Возможно. Ведь сложно понять своих детей. Что такое кринж? А что такое байтить? Ты знаешь, что такое байтить? И байтить, ну, на самом деле, спасибо тому, что я играл в доту, я знаю, что такое байтить. Но, может быть, не так я это знаю, потому что, опять же, это все пришло в другом, да, социуме. Я это получил, там одно значение. А что сегодня общепринято, интересно, означает слово байтить? Давайте узнаем из нашей рубрики. Доброе утро, дорогие телезрители! Для обозначения просторечной речи молодого поколения ученые часто используют слово «сленг». Сленг представляет собой смесь арготизмов, жаргонизмов и иностранных заимствований. Как вы понимаете, чаще всего заимствуются слова из английского языка, или еще их называют англицизмы. Например, глагол «байтить». Синонимом глагола «байтить» может быть слово «провоцировать». Оно образовалось от английского «to bite», что значит «укусить». Самое интересное, что глагол «байтить», войдя в систему русского языка через молодежный сленг, уже начинает образовывать новые слова. Например, есть глагол «забайтить», то есть спровоцировать кого-то на какой-то поступок. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну а школа молодого поисковика в эти дни проходит в Чурапчинском районе. Во время слета старшеклассников учат навыкам поискового туризма, выявляют и формируют лидерские качества, расширяют исторические, этнографические, археологические знания школьников. Приглашенным гостем и лектором туристического слета стал Игорь Тума, руководитель военно-патриотического общества «Медведь» из Старой Русы Новгородской области. Сегодня он уже находится в Чурапчинском Улусе, а накануне в этой же студии мы записали с ним интервью.
Доброе утро, Игорь Григорьевич. Доброе утро. Рады видеть вас сегодня в нашей студии. Также рада за ребят, у которых есть возможность учиться у вас. Как известно, вы активно работаете с якутскими школьниками. Они выезжали в Новгородскую область на поисковую вахту, на торжества, посвященные 80-летию подвига воинов-якутян на Ильмени. Поделитесь, пожалуйста, как вообще проявили себя якутские школьники и какие обрели навыки во время этих поездок? Ну, проявили они себя, конечно, неплохо, работали ребята хорошо. Но я думаю, что главное, что они увидели, это они увидели действительно места, где шли бои, увидели на самом деле эти окопы, воронки, которые как раны на земле до сих пор новгородской присутствуют. В принципе, они приняли участие в подъеме бойцов. Нам удалось поднять тогда 2 бойцов Красной Армии. Они в этом принимали участие. Я думаю, что это самое главное, что они увидели. Получается, сейчас впереди по плану школа начинающего поисковика, и именно для этого вы прибыли в Якутию. Интересно, вообще, как возникла такая как сказать, необходимость, потребность в таком обучении, как вы считаете? Когда ребята первый раз приехали год назад, не год назад, а осенью, то я проводил занятия там, и у нас практически выпали из рабочего графика почти 2 дня, когда они изучали теорию и так далее. Поэтому возникла идея такая, что надо, чтобы теоретические какие-то знания и какие-то минимальные навыки они получили заранее, чтобы они уже приезжали, если уже едут так издалека, чтобы не терять время на разговоры, а сразу уже включаться в работу. И у руководства Чурапчинского ГЛУСа возникла идея, насколько я понимаю, создать поисковый клуб в Чурапче и заниматься там не только работой поисковой и выезжать на вахты в Новгородскую область, но еще и заниматься именно краеведением. То есть сейчас мы создаем базу, и мой визит он и с детьми поговорить, и научить чему-то детей, и поговорить с теми педагогами, которые могли бы в дальнейшем этим заниматься, потому что человек, он тоже должен понимать, что он будет делать. То есть там у меня будут занятия не только с ребятами, но будет еще такой мини-семинар с потенциальными руководителями. И обязательно встречаемся с родителями, рассказываем родителям потенциальных поисковиков, с чем столкнутся их дети, как они будут жить, что они будут делать, что их ничего там не угрожает, что о них позаботятся. Да, это важно. Потому что очень многие родители боятся отпускать, особенно в такую даль. Но в Старой Руси местные школьники тоже проходят специальное обучение. И вообще много ли сейчас желающих заниматься в военно-патриотических клубах? И какие-то ребята, которые к этому интерес проявляют, приходят к вам? Я бы не сказал, что там такой ажиотаж есть, но желающие ребята есть. Есть желающие, есть ребята, которые хотят себя испытать, проверить себя, чему-то научиться, потому что в экспедициях мы же не просто там, скажем, там, да, у нас главная цель в экспедиции – это поднять останки бойцов, но, кроме того, это еще элемент обучения, умение, так сказать, себя обслужить, умение, так сказать, вернее, возможность почувствовать какую-то ответственность за себя, за своих товарищей, научиться чему-то, да. А как вам кажется, что движет этими ребятами? Зачем они приходят в эти клубы? Насколько я могу судить, первый раз идут для того, чтобы просто увидеть, что это такое. Почувствовать, да. Чему-то, может быть, научиться. И когда уже, как правило, эта работа, она цепляет ребят. Кто один раз съездил, то... Попробовал, уже трудно потом. Они, я могу сказать, что очень мало потом в дальнейшем отказов от повторных, со следующих вахт. То есть ребят это интересует. И, Это радует, что так один раз попробовав, уже ребята понимают, что они готовы в это окунуться, что это интересно, что это вызывает такой отклик, получается, в молодых сердцах. А вам как кажется, есть какие-то отличия между школьниками из Якутии и их сверстниками из центральной полосы России? Если есть, то какие?
Да нет, особых отличий нету. Единственное, что, конечно, ребята, которые живут вот, в Новгородчине, конечно, они эту войну, которая была, они видят ее. То есть, потому что там в лес пойдешь, и там есть до сих пор окопы, блиндажи, вот эти воронки, вот, и следы войны есть. А якутские ребята, конечно, этого не могут видеть. Вот, это вот такое отличие, как бы, но даже не отличие, это просто вот просто такой специфика факт, такая. да. Во время наших поисковых вахт, конечно, ребята немножко отрываются и от родителей, отрываются они от цивилизации, они чему-то учатся новому. Вот, ну, иначе себя чувствуют. Да, а так вот я говорю, отличий особых я не заметил. Вот. Мне импонирует вот в якутских ребятах то, что они, конечно, они очень хорошо знают историю своего края. Они чтят. Да. То есть видно, что с ними занимаются. Понятно. Ну, хотелось бы еще, наверное, поговорить про поиски. Какие находки времен войны до сих пор находят поисковики и что потом происходит? То есть как ведется поиск информации потом по этим вот находкам? Главная находка поисковика – это смертный медальон. Это вот капсула, в которой находится записка с данными солдата. Это самая главная, самая желанная находка. К счастью, еще находим. Вот. Ну а так, ну, находим вместе с останками бойцов, находим личные вещи, находим... ну и, кстати говоря, очень часто личные вещи могут быть подписаны, и вот по, допустим, кружки, котелки, ложки, там, фляги, бойцы часто подписывали. И вот эти подписные вещи как бы позволяют установить имя солдата часто. Игорь Григорьевич, скажите, вот в нынешних условиях, на ваш взгляд, как вообще возможно развивать вот военно-патриотическое движение в регионах, в стране? Ну, это вопрос, конечно, не совсем ко мне. Я как бы обычный поисковик, как бы, я не обладаю всей полнотой информации. Но вот мне кажется, что не хватает ребятам активностей. Потому что работа-то патриотическая ведется среди молодежи, но очень много просто мероприятий таких, пиара много. А по мне так надо побольше, чтобы они, скажем так, надо вернуть НВП обязательно в школы. Вот, я, по моему мнению, обязательно нужно, чтобы в школах были тиры, чтобы ребята могли стрелять, и учиться, и даже строевая подготовка. Вот, кстати говоря, вот в Якутии это вот развито хорошо. Я вот по Черупчинскому улусу я смотрю, вот, просто ребята подготовлены очень хорошо. Спасибо за беседу. Мы желаем вам дальнейшего развития в вашем таком важном, нужном деле, я считаю, для всей нашей страны. Пусть все ваши планы, идеи воплотятся, пусть приходят новые друзья, единомышленники. Ну и надеемся до новых приятных встреч. Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей. Граждане России и Китая в составе туристических групп с июля смогут посещать обе страны без виз. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в июле китайская сторона должна предоставить перечень, российская свои перечни уже отослала. Россия также получила от Ирана официальный список уполномоченных туроператоров по безвизовым групповым обменам. Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим, пояснил глава Минэкономразвития. Ну а Минпросвещение рекомендовало педагогическим вузам на следующий учебный год увеличить число бюджетных мест для поступления по профилю «Русский язык как иностранный». Ранее стало известно, что совместно с 14 педвузами ведомство планирует открыть центры образования на русском языке в 28 африканских странах в этом году. Также в настоящее время реализуется проект по строительству русских школ в странах СНГ. Например, 5 школ на 1200 учеников уже построено в Таджикистане. Подписано соглашение о строительстве 9 совместных школ в Киргизии. Ведется диалог о строительстве 4 школ в Армении. Стартовал новый сезон у студенческих трудовых отрядов. Всего трудом охватит более 2700 молодых людей. Большинство из них, около 1000 студентов, записались в строительные отряды.
Также 500 студентов намерены помогать в заготовке грубых кормов, растениеводстве, уборке урожая. Есть и сервисные отряды, бойцы-электрики, отряды вожатых. Этим летом студенты впервые будут работать проводниками пассажиров на железнодорожных направлениях. Появились также трудовые отряды подростков. Туда направят примерно 200 бойцов. Важно, чтобы дать ребятам здесь, внутри республики, поработать и заработать. Потому что если мы не даем, то, конечно, мы не развиваем свою республику. А это очень важно, чтобы ребята работали на наших объектах. И не просто так, что мы искали там где-то рабочую силу там, в Узбекистане, там, Таджикистане. А нам нужен свой задел, свои ресурсы и своя любовь. Потому что когда делает сам якутянин в своей республике, он делает с душой. На ипподроме этнокомплекса Усть-Хатын провели конные скачки. Всего состоялись 3 забега. 16 скакунов стартовали на дистанции 2400 метров. Среди участников забега были известные скакуны из Мигино-Кангаласского, Чурапчинского и Сумтарского улусов. В итоге из каждого забега отобраны 3 участника, которые показали лучшие результаты. А победитель скачек Крит без отбора пробежит на соревнованиях на призы главы Якутии. Также состоялся турнир на призы пропагандиста конного спорта, уроженца Мигино-Кангаласского улуса Иннокентия Свинобоева. Отборочные скачки впервые были произведены в 2007 году. Из них из этих 16 лошадей 9 должны попасть в финальную тройку. Во всех этих 3 скачках. 9 боксов, 9 лошадей, Крит 10-й. Кого из них отметить? В принципе, никого отметить не могу. Все они практически равные по силам. Что можно сказать про Чурапчинский улус? Участвует легендарный Майнкёник. 3-жды победитель приза главы. Это будет его 36-й старт в карьере. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 11 на 10 место в рейтинге ATP. Даниил Медведев переместился со 2 места на 3. Андрей Рублев сохранил 7-ю позицию. Впервые в истории в первой десятке мирового рейтинга оказалось сразу 3 россиян. Ранее Хачанов входил в топ-10 лучших теннисистов. В первую сотню мирового рейтинга попали еще 3 российских спортсменов. Аслан Карацев поднялся на 14 позиций и теперь занимает 48 место. Александр Шевченко переместился с 87 на 92 позицию. Роман Софиулин сохранил 99 место. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Но на следующей неделе состоится масштабный национальный праздник Исэх-Туймады. И вот что ждет гостей этого праздника, расскажет Захар Никитин. Доброе утро! Вы смотрите «Культурные новости». Коротко о главных культурных мероприятиях нашей республики. Программу празднования Исэха Аланхо, который пройдет 1 и 2 июля в Оймяконском улусе, вошли более 80 культурных мероприятий. Главным режиссером церемонии открытия и закрытия Исэха Аланхо стал Андрей Саевич Борисов. Отмечается, что в дни проведения мероприятия пройдут 23 конкурса по жанрам фольклора народов Якутии и коренных малочисленных народов Севера, декоративно-прикладным искусствам и кузнечному мастерству. Всего определят 11 победителей гран-при среди аланхасутов, запевал-осохая, хамусистов, исполнителей фольклора, мастеров народных художественных промыслов. Кроме того, состоятся соревнования по 8 национальным видам спорта, конные скачки на 3 дистанциях. Среди спортсменов разыгрывается 29 комплектов медалей. Новым руководителем компании «Саха Фильм» стал актер и певец Алексей Егоров-Эркын.
Как заявили в Министерстве культуры и духовного развития нашей республики, это назначение связано с объединением Саха-фильма и кинотеатра «Лена». Алексей Егоров является выпускником Высшего театрального училища имени Шепкина по специальности актер театра и кино и Всероссийского государственного института кинематографии по специальности продюсер кино и телевидения. С 2015 по 2018 годы он работал директором театра эстрады Якутии, а до недавнего времени занимал должность директора кинотеатра «Лена». Сборная Якутии в составе студентов СУФУ Агики и Агату стала обладателем гран-при фестиваля «Российская студенческая весна» и одержала победу в направлении «Региональная программа». Концертная программа сборной Якутии представляла собою микс многовековых народных традиций и современных технологий, например, совмещала электронную музыку и хамус. Всего участниками этого сезона Российской студенческой весны стали 3500 человек из более чем 80 регионов России. В этом году участники представили свыше 1500 уникальных номеров в 54 номинациях по 10 направлениям. В Якутии планируется построить многофункциональный кинопавильон полного цикла. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, этот проект уже вошел в мастер-план столицы Якутии и станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. В павильоне будут предусмотрены площадки для съемок, студии звукозаписи, монтажа, светокоррекции и визуальных эффектов, костюмерные, гримерные, мастерские по декорациям и реквизитам. Ядром кинопавильона должен стать самый большой в России виртуальный кинопавильон. Напомним, Якутия занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. Доля якутского кино в республиканском кинопрокате составляет 34%. Их кассовые сборы в 2022 году составили 73 миллиона рублей. На этом наш выпуск заканчивается. Всем удачного дня, до новых встреч! Слушай, ну на этом заканчивается и наш эфир, поэтому хорошего вам дня. Всем отличного настроения, отличного дня.